Все службы в Таджикистане подняты по тревоге, о чем предупреждают население в который раз. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. За 15 июня на территории республики зафиксировано 3 происшествия на воде, которые окончились трагически. Утонули 3 граждан, 2 из них дети. Пресс-служба комитета по ЧС сообщает, что 15 июня примерно 12:35 десятилетний житель села Лалазор Дангаринского района утонул во время купания в канале Аби-Таир. Тело мальчика нашла дежурная смена спасателей КЧС по Кулябской зоне районов. Его передали в соответствующие органы, сообщили в КЧС. Второй случай тоже произошел на территории Хатлонской области. 18-летний житель села Вагдат Яванского района утонул во время купания в запрещенном месте, межпоселковом канале. Его тело было найдено жителями села и передано родственникам, сообщает пресс-служба. Третий случай произошел на севере страны, где 7-летний житель города Пиджикент утонул в канале Туксанкарес. Тело ребенка было найдено местными жителями и передано в соответствующие органы. Таким образом, с начала года до 16 июня в водоемах страны утонули 62 человека, в том числе в возрасте до 16 лет, 35 детей и подростков. Комитет убедительно просит граждан строго соблюдать правила безопасного поведения у водоемов и на воде, не купаться в запрещенных местах, а родителям не оставлять детей без присмотра. Также в КЧС сообщили, что продолжаются совместные рейды КЧС МВД Комитета по делам молодежи и спорта. Мероприятия, в частности, они проводят на водоемах в Душанбе, в Бахтаре, в Джамате, Бустон-Кала района Кушаньон. В рамках рейдов проверялись наличие аварийно-спасательного инвентаря, информационного уголка о правилах поведения при купании, проводились беседы со спасателями, работающих на территории водоемов. Рабочая группа побывала и на Варзобской ГЭС, водоем который не предназначен для купания. Но, несмотря на это, там купаются в основном дети и подростки. С ними также проводились беседы. Но, к сожалению, это не последний случай. Также 16 июня в Таджикистане по данным Комитета по ЧС не зарегистрированы чрезвычайные ситуации природного характера, однако зафиксированы несчастные случаи с человеческими жертвами. По данным пресс-службы ведомства, 16 июня 63-летний житель села Талхоп Дангаринского района Хатлонской области во время выпаса скота в горном местечке Захкалон Бальджуанского района упал в овраг глубиной около 800 метров. Он умер на месте. Сотрудники отдела КЧС по Бальджуванскому району извлекли тело мужчины и передали правоохранительным органам, сообщает пресс-служба. Другая трагедия произошла на дороге Душанбе-Харок. Автомашина Toyota RAV4 под управлением 43-летнего жителя села Сипинс Шугнанского района Гбао с 39-летней пассажиркой, также жительницей этого села, во время движения из города Душанбе в сторону города Харок на территории села Шидж Рушанского района вылетели в реку Пянч. В результате ДТП водителю удалось спастись, но пассажирка не смогла выбраться из автомобиля, сообщили в пресс-службе. По данным комитета, после получения вызова спасатели КЧС по Гбао прибыли на место ДТП. Им удалось добраться до автомашины, но пассажирку найти внутри машины не удалось. Ее поиски продолжаются. КЧС убедительно просит соблюдать правила дорожного движения, учитывать специфику горной дороги и не подвергать свою жизнь опасности. Как вы думаете, почему так много жертв в последнее время и можно ли это как-то предотвратить? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.